Уйгуры Монгольской империи. Юаньши. Хроники династии Юань. Как уйгур-архитектор Ихтияр строил Пекин. Хан Балык. Архитектор, уйгур Ихтияр служил Хубилай-хану, когда тот решил перенести столицу Монгольской империи из Каракарума в Китай. 52 года спустя после разрушения Чингисханом города Чжунду, в 1267 году Хубилай-хан решил заново отстроить столицу на ее месте. Назвать ее Хан Балык, возвести дворцы, храмы и торговые улицы. Главным архитектором Хубилай-хан назначил Ихтияра. Уйгур Ихтияр был известным архитектором монгольской династии Юань. Начиная с Ихтияра и до 4-го поколения, его семья руководила бюро архитектурного дизайна династии Юань. Ихтияр был планировщиком, дизайнером и руководителем строительства имперского дворца и всего города Юань-Даду, ныне Пекин. Он заложил основу будущего развития запретного города и всей городской архитектуры Пекина. Ихтияр спроектировал грандиозную столицу династии Юань-Даду, и по легенде было задействовано около миллиона строителей для завершения этого грандиозного строительства в течение 10 лет. Ян Сюнь из династии Юань описал деятельность архитектора Ихтияра и его сыновей в собрании древних домов. Известный современный китайский историк Чэнь Юнь так описывает Ихтияра и его неизмеримый вклад в историю китайской архитектуры в своей книге «Посланники династии Юань». Реконструкция Даду, столицы династии Юань, является крупным событием в истории китайской городской архитектуры и результатом великой мудрости уйгура Ихтияра. В китайской хронике слова западных регионов записано: Ихтияр спроектировал Даду и построил его так, чтобы он подходил для императорского дворца, предварительно изучив местность и спланировав его в соответствии со стилем китайцев Хань. Поскольку Ихтияр собирался спроектировать не обычный город, а столицу ханства, проект предусматривал размещение императорского дворца. И дворец, естественно, должен был быть расположен в более заметном и важном месте. Поэтому при проектировании дворца Ихтияр не только разместил дворец в центре города, но и использовал совершенный художественный стиль, чтобы тесно интегрировать величественный и торжественный дворец с разнообразной природной средой, создав разумный и целостный архитектурный ансамбль.